Жильцы аварийного 42-го дома по улице Корабельной в Красном Затоне приближающихся холодов ждут с опасением. Без того худая крыша под тяжестью снега начинает сыпаться. Уже сейчас при небольших отрицательных температурах переселенцы вынуждены укутывать замерзающие трубы. При этом срок расселения двухэтажной деревяшки под вопросом. На сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ указана одна дата, а в мэрии обещают другую. В ситуации разбиралась Наталья Юрина. Красный Затон, улица Корабельная, дом 42-й, облезлые фасады и окна, щели между досками, прогнившие карнизы, подъездные двери, спрыгивающие с петель, покосившийся чердак. К таким видимым недостаткам жильцы уже привыкли. Большие опасения у них вызывает наступающая холодная пора. Жители этого дома зимы боятся как огня, ведь после холодов дом в буквальном смысле начинает ходить ходуном. А худая крыша и вовсе рассыпается на части. Каждый год, как по весне, снег сходит, то есть падает вместе с шифером. Это постоянно. На этом снесло, чердак года 2 назад. В этом году у нас, когда был, в 2020 году, то есть снег сходил, тоже чуть не снесло у нас вот этот чердак. То есть вообще постоянно шифер валится. У нас тут все в шифере. Оценить плачевное состояние дома легче изнутри. Стен без повреждений нет. На общей кухне и вовсе жильцы рискуют остаться без стены. Трещина от угла с годами становится больше, расползается в 2 направлениях. С потолка сыпется штукатурка, на 2-м этаже течет крыша, на 1-м промерзает пол. Вот тут вот у нас вот тоже не закрывается, видите, вот тут оттуда мыши, крысы лезут. То есть там у нас тоже бетон, тоже отходит все. Все это. Тоже вон тут все рушится, все. Светлана Попова признается, что из-за холода и сквозняка в помещении дети постоянно болеют. Батареи греют, но не спасают. Жильцы рассказывают, что чайник с горячей водой всегда под рукой. Таким способом отогревают замерзшие трубы. Уже укутывали отверстие вон сбоку туалета возле трубы, то есть откуда дует. Сзади туалета вся стена рухнула, то есть там уже плесень идет, очень сильная. Треть дома пустует. Жильцы покинули пенаты, не дождавшись расселения. У кого квадратные метры приватизированы, побег из ветхого жилья организовали через суд. Другие ютятся у родственников. Деревяшку признали аварийной в 2018-м. Семье Светланы Поповой предложили приехать в маневренный фонд. Пообещали выделить 1 комнату на 4. Посовещавшись, супруги приняли решение остаться. На этаже, грубо говоря, санузел идет на 10 семей, грубо говоря, 10-15 семей. А в одной семье бывает и по 3 человека, и по 4 человека. То есть спокойно прийти, грубо говоря, в туалет, это нужно занимать очередь. Это неудобно, тем более для переселенцев. То есть это как уже не вариант. Тем более, если дети разнополые, то есть это будет опять тяжело им проживать там, как психологически. И школа, мы отказались только из-за этого. И школа, тем более, еще вблизи находится. А так с Максаковки, чтобы уехать, бывает очень-очень тяжело. То есть автобус переполненный, и ребенку нужно будет вставать уже, грубо говоря, не в 7 утра перед школой, а нужно вставать за час раньше. Жители за разъяснениями по дате расселения обращались в администрацию Сыктывкара. У нас сказали, переселение будет до 28 года. Да, до 28 года. На федеральной платформе Фонда содействия реформированию ЖКХ информация иная. На сайте представлен реестр и статус аварийного дома. В графе «Документы» прикреплено постановление, в котором черным по белому написано: администрация Сыктывкара следует принять меры по расселению жильцов до 2022 года. В мэрии нам пообещали эту информацию уточнить. А пока, как минимум на год, жильцам придется запастись терпением и теплой одеждой, чтобы при минусовой температуре в доме не замерзнуть. Наталья Юрина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.